Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные гаремные турецкие гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, тема сегодняшнего гадания звучит так. Чего он добивается своим молчанием? Давайте посмотрим, у кого есть такой проблемный мужчина, который смотрит на вас, вздыхает, но молчит. Либо человек, который, скажем так, исчез, и непонятно, что будет дальше и что у него в мыслях. Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь, подумайте о таком своенравном человеке мысленно, либо вслух. Задайте такой вопрос, назовите его по имени и спросите: мой милый дорогой, чего же ты добиваешься своим молчанием? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим на мужчину, на вас, и посмотрим, чего добивается он таким странным поведением. Так. Ну, здесь, как ни крути, мужчина делает дорогу к вам, мои дорогие. Вот вы вышли вдвоем, как венец, он делает дорогу к вам. И я вам скажу такую вещь, я не люблю такое на общих гаданиях, но если вышло, то вышло. Мужчина ваш под дьяволом находится. Вот видите, дьявол рогатый вышел. Здесь как и какая-то ужасная депрессия, страхи, сомнения, переживания, боль, очень сильная боль. И дьявол просто играет этим человеком. Я не буду говорить, что его попортили, потому что я прямых знаков порчи здесь не вижу. Поскольку это гадание общее, я буду говорить так, что он слишком закомплексованный, что он слишком пораненный, и плюс еще прослеживается влияние нескольких людей. То есть тут, смотрите, он посередине, вот один человек его тянет, и вот другой человек его тянет. То есть как будто бы несколько людей рвут его на части. Да? Два человека рвут его на части, а сердце его стремится к вам. Вот какой момент здесь происходит. Смотрите, здесь мне идет история людей, которые в паузе. Да? Скорее всего, вы поссорились и сейчас разошлись по разные углы ринга, да. Ваши отношения — это какой-то, я не знаю, матч, да, спортивный бокс, да, идет. Прям вы соревнуетесь друг с другом, и у вас так периодически вот этот гонг звенит, когда вы расходитесь. Это не первая ваша пауза, и она прям самая такая, наверное, холодная, затянувшаяся, потому что здесь реакция у мужчины была какая-то непредсказуемая, и вы себя повели нестандартно. Знаете, ваше поведение, оно его как-то прям, как плетка, видите, прям плетка ему дали хорошенечко по спине, как высекли его, да. Настолько вы ему какой-то прям в солнечное сплетение так, знаете, ударили конкретно. Что-то вы ему сказали очень жестко, либо очень холодное, очень, может быть, не знаю, на его взгляд какой-то прям он почувствовал, что вам все равно. Да, он почувствовал, что нет, та девочка, которая там за мной бегала, умирала, меня желала, она ушла. А теперь есть холодная женщина, самоуверенная, такая гордая, самостоятельная, которая, в принципе, все равно, да, на меня и на наши отношения. Знаете, он как раненый зверь бежал, он сейчас отсиживается. Либо он у мамы своей отсиживается, либо у кого-то, например, там из друзей, может быть, сам себе что-то снял, арендовал. Но он прибухивает очень сильно. Это первый момент. Второй момент. Он пытается заливать алкоголем. Плюс, женщины там, вы простите меня, но я вижу, да, что там есть женщины. Я не вижу здесь прям такого интима, да, чтобы там Содом и Гоморра. Нет. Я вижу, что он может думать, да, что я там другими женщинами смогу себя утешить. Но на самом деле никакого утешения нет. И я даже больше вам скажу, у него-то на самом деле к другим женщинам и желания нету. Да? Проще говоря, 5:30, да? Прям 5:30 и все. Какая бы там ни была насиликоненная дамочка, у него на нее никакой реакции, скажем так, нету. Холодно у него в штанишках происходит, понимаете? Вот такой момент. И он не понимает. И его это бесит. Знаете, он может, кстати, вас подозревать в какой-то магии, потому что если мама есть, то мама там так его накрутила в этом плане, что вы там и меркантильная, и гадкая, и подлая, и гулящая, еще и колдунья, ко всему прочему, да. Его такого
желанного мужичка, да, заколдовали, потому что вы меркантильны. А то, что вы на него тоже сколько времени убили, еще я вижу, что даже помогали ему, это вообще все равно, да. То есть мама, конечно, тут злобствует. Злобствует, причем конкретно. Смотрите, может быть даже ситуация, что у него есть семья, есть вот прям жена, ребенок, даже может быть несколько детей. Там такой абьюз страшный идет, там я не знаю, ему там, не знаю, тарелку супа не подадут, понимаете, вот такое идет. За все он должен там что-то просить, платить, вот такой момент. И причем дети какие-то странные у него, вообще его не любят, что ли, да. Они прям такие потребители. Человек загнался. Человек загнался, ему очень тяжело. Почему молчит? А потому что, а что он вам скажет? Что я идиот, что я ничего не стою, что я размазня, тряпка, да, что все вытирают об меня ноги, а ты единственный человек, единственная женщина, которая меня любила и уважала, я тебе нагадил в душу. Нет, он так не скажет, хотя он это все прекрасно знает. А вы, скорее всего, это ему и сказали. Да, и вот эта правда, он просто опешил. У него прям, как, знаете, как словарный запас закончился. Ну а что он скажет? Это настолько было четко, это настолько было очевидно, что он просто обалдел, скажем так, да. Обалдел и затих. Он ничего не может придумать. Он ничего не может придумать, как вам проявиться, как выйти на новые отношения. Знаете, была бы у него возможность, я вижу просто у него какие-то планы, да, чтобы вы его позвали, чтобы вы, вот девушка-женщина, его позвали, да, ему дорогу дали, чтобы он к вам пришел, что типа он как победитель пришел, там спаситель. Вот я пришел спасать. Ты же меня звала, вот я и пришел, да. А сам он не пойдет. Тут не важно, какая ситуация, он сам не пойдет. Не пойдет, потому что, во-первых, предлагать нечего, говорить нечего. Все и так уже понятно. То есть вы не примете его без конкретных извинений. Это первый момент. И второй момент, без конкретных действий. Возможно, кстати, вы поссорились, потому что этих конкретных действий с его стороны не было. Он какой-то легкий, вот он под дьяволом, я не знаю, девочки, но тут проверять нужно лично, смотреть, что конкретно имеется в виду. У него тут центральный рисунок центральный, да, это дьявол вышел. Такой ушастый, рогатый и, Господи, который его колет, прям рогами колет постоянно и вилами. И вот он под этой властью находится, и у него выхода нету, понимаете, выхода нет. Конечно же, нужно бороться с этим дьяволом, кто бы это ни был, будь то его внутренние комплексы, будь то всякие порчи и прочее, да. Но он в таком положении, что типа я там посижу, лучше подожду, а вот оно само пройдет. Очень, кстати, в этом плане он нерешительный, какой-то боязливый и строит, конечно, он кичливый, да, он строит из себя много, накидывает на себя пуха, но, понятно, пух это не доспехи, он и не блестит, и не светится. То есть мужчина вообще потерялся, да. Хорошо, давайте посмотрим вообще, что он планирует и как он планирует вообще выходить из этой ситуации. У вас тут такая каша в отношениях, так всего много навалилось, что уж интересно, да? Ну, молчишь ты, да, дорогой? Что будешь делать? Как планируешь выйти из этой ситуации? Что у тебя на уме? Любовь у него на уме, сердце, смотрите, прям по центру вышло сердце, видите? Сердце с одной общей дорогой. Но у него план такой, что у вас что-то случится, он вам понадобится, и он к вам прискочит. Причем это вот должно случиться в доме, где вы живете, где вы находитесь. Либо вы заранее договаривались о каком-то деле, что он там должен был там что-то сделать для вас, отвезти, привезти, ремонт, не знаю. И вот он ждет, когда же этот вот день настанет, что вы его позовете. Он верит, что дороги ваши общие, что ничего не произойдет, что вы сейчас вот как в очередной раз, да, попадаетесь и уйдете. Но он не учитывает одну вещь, что вы задолбались, реально задолбались, и вы не хотите, чтобы было как раньше. Вам нужно по-новому, вам нужно по-справедливому, и вам нужно, чтобы он наконец-таки определился. Если он женат, то вы, конечно же, ему ультиматум тут поставили, скорее всего, да, и сказали, что все, не хочу. Не хочу, не буду, пока ты ко мне не будешь относиться по-честному, по-справедливому, ничего не будет. Если мужчина, который никак не может решиться, да, на какие-то конкретные действия, там, будь то предложение руки и сердца, либо какой-то, не знаю, там, переезд, 5-10, то здесь то же самое, понимаете, вы ему так резко сказали, как отрезали. Также есть ситуация,
мужчина мог себя вести вот прям как-то фривольно и, ну, не ценить вас. И тут прям, знаете, момент, что он вас как-то обижал, и вы терпели, очень долго терпели. Да, конечно, у вас были на эту тему споры, ссоры, но все равно терпение какое-то у вас просто, я не знаю, ангельское. Вы уже не выдержали. Вам, кстати, много людей говорили, что он вам не пара, что он вам не подходит, а вы вроде как отмахивались от этих людей, а теперь понимаете, что, ну, а правы были, понимаете, правы. Вам надоело. Вам надоела неопределенность, и вам надоело вот это ожидание. Когда же, наконец, ты станешь мужиком? Когда же у тебя там бубенцы зазвенят, наконец-таки, да? Когда это все произойдет? А он такой: нет. Вы за друг другом будете наблюдать. Вот он за вами по глазу наблюдает, вы за ним по глазу наблюдаете. Но я вот, девочки, скажу вам такую вещь. У вас тут какой-то мужчинка заходит в вашу жизнь, да, будет за вами ухаживать. И этот мужчинка, вот он такой прям, знаете, триггер будет настоящий. Либо он спровоцирует вашего на какие-то конкретные действия, шаги. Но я, честно, я вижу, что вы будете уже думать. Вы будете думать, стоит, не стоит. На сегодняшний момент, когда вы смотрите это гадание, вы хотите, вы готовы, вы можете, да, и простите, принять, что угодно можете. Но когда он созреет, а вы скажете: а мне уже не надо. Послушай, у меня есть прекрасный мужчина, который за мной ухаживает, который меня ценит, любит, уважает. А ты кто? Что ты хорошего для меня сделал? Одни нервы мне трепал, да, и там... Ну, если честно, я вижу, что он вас, ну, обижал, вот, может быть, и словами, и делами, и как-то вас пытался, ну, как опустить, да, цеплялся к вам, причем понимая, что он 100% не прав. Ему почему-то так хотелось, чтобы вас тоже вот в грязи, да, извалять, чтобы вы не настолько были чисты. Да, вот он понимает, что он, конечно, грязный, да, но чтобы вы как наравне были, да. Я ее тоже вот в грязи изваляю, пусть там не строит из себя. Очень сложный мужчина. И, девочки, вот честно, его либо чистить нужно конкретно, либо разбираться, что у него в жизни происходит. Вот, ну, передо мной какой-то незрелый ребенок, да, человек, который там строит из себя непонятно кого, при этом он надеется, что вот любовь еще там вернется, все будет хорошо, что я вот такой молодчинка. Смотрите, он-то надеется на справедливость, он-то считает, что он классный, что все было хорошо с его стороны. Это что там вы какая-то противная, там взбрыкнули, видите, осмелилась и взбрыкнула. Но тем не менее, смотрите, этого мужчину либо его воспитывать нужно, либо его чистить, либо его нужно вытаскивать, спасать, либо, не знаю, прорабатывать его комплексы. То состояние, в котором он сейчас находится, оно просто деструктивное. Он сам себя убивает вот этими токсичными отходами от этого дьявола, да, который его травит. Если он будет и дальше в таком состоянии жить, ну, ничем хорошим не закончится. Он либо сопьется, либо скатится на какие-то совершенно низкие энергетики и там, ну, пропадет, скажем так. Поэтому, что я хочу вам сказать. Конечно, вы можете ему помогать, вы можете его спасать, но если он не пожелает избавиться от негатива, который в его жизни присутствует, то хоть спасай, хоть не спасай, да, придем к тому же результату. Этот мужчина сложный, этот мужчина лично мне не нравится. Мне не нравится, как он себя ведет, и мне не нравится то, что он себе позволяет это. Понимаете, он себе реально позволяет. Ну, есть у него такой негативный момент, что он считает себя вот царем, таким прям мужиком вот с такими бубенцами, да. И понимая, что вы намного лучше, круче и светлее, он все равно пытается вот каким угодно образом, да, на вас вот прям из-под тишка, да, грязи накидать, чтобы не подтянуться к вам по, скажем так, по уровню духовного развития, а наоборот, чтобы вас притянуть к себе туда, да, в гиену огненную. И он, кстати, у него это получалось, честно, у него это получалось. У вас были моменты в жизни, когда вы действительно чувствовали, что вы в аду. Девочки, если на нем негатив, то и вам тоже передался. Если у него такие деструктивные программы, когда вы рядом, вы их тоже улавливаете, вы начинаете по ним жить. Когда вы на расстоянии, вы же чувствуете себя легче. Вы, да, конечно, вы его любите, вы тоскуете. На сегодняшний момент я вижу, что чувства есть. Но
Чем дальше вы находитесь от него, чем дольше вы находитесь от него, тем больше понимания, что что-то не так, что-то не то, что это какая-то, ну, какой-то морок на мне, да, по отношению к этому человеку. Мои дорогие, надо разбираться. Если есть у вас возможность, пройдите какие-нибудь чисточки, ну, домашние чистки, сходите в храм, там, святой водичкой побрызгайте все, вещи какие-то его, да, вот соляной водой помойте, либо постирайте. Посмотрите, как ситуация пойдет. Я вижу, что вот совершенно другой человек в вашу жизнь войдет, и вы уже будете думать, кого вам выбирать. Он, видите, вот такой весь. Да, вот у него там есть его, как это сказать, человек-пиявка, который к нему цепляется, а у вас совсем по-другому, у вас пара пойдет. Так что, мои дорогие, все у вас будет хорошо. Так, гадание мое на этом закончено. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.